В этом году надои молока по республике выросли на 2%. Чувашские сельхозпредприятия и фермерские хозяйства содержат почти 25 тысяч коров. Каждый из них дает в среднем 14,5 килограммов молока. Один из самых высоких показателей – у буренок из хозяйства «Новый путь» в Валиковском районе. Коровы Мальвина и Мимоза – местные рекордсменки. В сутки они дают около 50 литров молока. Это в 2 раза больше среднего показателя по ферме. С остальных буренок получают по 25 литров. Такие надои в молочных хозяйствах встретишь нечасто. Но здесь строго следят за питанием и режимом животных. Чтобы корова давала много молока, ее рацион должен быть сбалансированным и разнообразным, отмечают специалисты. Сенаж, силос, грубые корма, концентрированные корма, сочные корма должны быть полностью, все находиться. Также витамины должны быть, концентраты должны быть, чтобы корова не обделялась. А то бывает, получается так, если мы одно дали, другого не дали, у нас не будет высокого надоя. Корова же тоже, она как живой организм требует, и ей это все нужно. В хозяйстве «Новый путь» 460 коров. Летом заготовили достаточное количество качественного корма. Отселяются буренки по очереди, поэтому молоко на ферме получают круглый год. За здоровьем животных следит ветеринарный врач. На хороший надой влияет, как делали вакцинацию, когда он был теленком, потом как выращивали, как осеменяли, первое осеменение, и как она отелилась. Сейчас на ферме ежедневно надаивают более 5 тонн молока. Со сбытом затруднений нет. За сырьем закупщики приезжают сами. Анжелика Артемьева, Ирина Николаева, Семен Антонов. Вести, Чувашия.